Ну, я бы сказала честно, что у нас однообразная мода. У нас одевается так, как вот диктует, наверное, кей-поп, корейская, наверное, поп-культура, китайская поп-культура, все, что там с фотографий приходит к нам или из клипов, так у нас одевается молодежь. То есть, мне кажется, я не видела, и я вижу редко людей, у которых есть свой стиль. Потому что, мне кажется, самое главное не выглядеть модно. Можно выглядеть глупо и модно, а можно выглядеть просто стильно и аккуратно. Смотря как ты оденешься, можно выглядеть не дорого и не богато, но очень все сдержанно, аккуратно, со своим, знаете, каким-то вот шармом, таким, со своей изюминкой. В этом плане я бы сказала, что можно было бы больше делать акценты нашей национальной культуре. Вот то, что вот у нас очень мало людей, которые одеваются именно в национальном стиле. Потому что сейчас это модно везде. Вот на Западе восточная культура, восточная мода, она в моде. Очень много можно видеть там атрибуты вот этих вот горловины, как у нас тут запахивается. То есть, а у нас почему-то этника, она не в моде. Хотя хотелось бы. И у нас очень много модельеров в Бурятии, я так считаю, достаточно таких именитых. Ну вот надо сделать как-то массовым. А то, что все одеваются однообразно, вот ты можешь каждая пятая девушка, она одета одинаково у нас в городе, я думаю. Это как, в принципе, если описать можно? Но если описать, вот, например, случай, когда один раз я отдыхала с своими подругами, мы сидели в Черчилле, разговаривали, это было зимой, заходит девушка, у нее вот джинсы, коричневые сапоги такие, жакейские, сумочка, значит, и кардиган был серого цвета. Ну, это модно, это красиво, стильно, аккуратно. Заходит девушка. Через 5 минут заходит девушка, точно так же, коричневые сапоги, джинсы, какой-то темно-коричневый кардиган и тоже сумочка также на руке. Потом через какое-то время заходит тоже девочка, коричневые сапоги, джинсы и тоже кардиган, и ты понимаешь, что они как будто все одевались в одном магазине. Хотя они все друг друга не знают, и ты понимаешь, да, это модно, но это стандарты какие-то. Вот. Все одеты по одному лекалу. Хочется какие-то буйства, красок, что-то такое модное, ведь с немодным. Это было бы красиво. Вот когда ты идешь по Питеру или по Москве, ты понимаешь, насколько разнообразные вообще там мода. И ты понимаешь, что это модно, и каждый одет по-своему модно. И по-разному. Поэтому, мне кажется, от этого тоже зависит. От культуры, от того, что мы видим, от того, что мы читаем, от того, что мы слушаем. Столько цветов вообще на самом деле в природе, но у нас все одето черное, синее, серое, коричневое. Все. Хотя у нас вроде солнечный такой регион, у нас всегда светит солнце. Ну, хотя сейчас молодежь у нас, она в последнее время стала ярко одеваться, вот именно мужское население молодежи. Я пару раз видела модников. Да, а вот то, которое поколение СССР, так скажем, да, но они почему-то боятся так одеваться. Видимо, какие-то свои стереотипы, я не знаю, что... Да вы что, гомиком вам зовут? Вот это, кстати, вот я хотела сказать, это, на самом деле это так же ведь. У нас никто не оденет розовую кофту, например, а в Монголии оденут. Почему? У нас лагерная культура, и люди очень боятся выйти. То есть у нас люди как в лагере, все, какой-то процент прошел, и вот каждому дан ярлык, как в лагере. Люди очень боятся быть теми, кого там... Ну вот у нас, например, вот если пройтись, да, по городу, вот категория людей, спортсмены, сразу видно, они одевают спортивную одежду. Категория людей, богемы, их очень мало, они так по-своему одеты. Все, остальные у нас и очень гламурные есть девушки, которые, ну, видно, они там приехали из Кореи, из Китая, они там учатся, они там живут, они как-то, может быть, чуть-чуть выделяются, но они одеты так, что они гламурны, да. Те, кто приезжает с Запада, они тоже как-то пытаются выделиться, и это сразу бросается в глаза. Это сразу заметно по манере одевания, одежды, по манере поведения. Это сразу бросается в глаза. Нету свободы у нас. У нас все сидят в таких коробочках. Каких-то, мне кажется.